Такого поворота боялись, теперь он стал реальностью. США выходят из игры, Путин выигрывает. Зеленский отключил от интернета центральную Россию. Что случилось? За иностранцами будут следить, но не за всеми. Где приняли такое решение и кого оно коснется? Удар по украинским войскам в тылу. Кто виноват? Почему такое стало возможным? Польша закрывает двери, беженцы больше не пройдут через границу. Туск требует продлить экстренные меры. Кого это коснется в первую очередь? Лавров снова оправдывается, антирекорды Беларуси – это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта» оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Новая позиция президента США шокирует союзников и даже американских политиков. Трамп делает резкий разворот, который может стать историческим и подарком лично Путину. После закрытого разговора с главой Кремля Дональд Трамп повернулся на 180 градусов. Что же случилось и почему Европе теперь будет намного сложнее? Кроме того, что США отказываются от давления на Россию, Трамп еще и, похоже, пытается отстраниться от дел европейских. Его новая позиция по войне России в Украине звучит как «не моя проблема». Трамп сказал Европе и Зеленскому «решайте сами». США больше не хотят участвовать в переговорах, усиливать санкции или вкладываться в войну финансово. Все формально, нейтралитет. Фактически пас Кремлю. И решение о санкциях, если оно будет, то будет исключительно решением Трампа, который совершенно уверен, что российская агрессия никуда дальше не пойдет, несмотря на опасения большей части мировых политиков и журналистов. Господин президент, что касается России, беспокоит ли вас сообщение о наращивании военного присутствия на границах с Финляндией и Норвегией? Нет, не беспокоит. Я не беспокоюсь об этом вообще. И они будут в полной безопасности. Эти две страны будут в полной безопасности. The New York Times пишет жестко: Трамп стремится не сдерживать Россию, а зарабатывать с ней. Путин это понял и повел диалог в сторону бизнеса, энергетики, полезных ископаемых. То есть меньше давления, больше сделок. А проблемы в Европе – это проблемы Европы. Выйдут ли США с переговорного процесса? Я пока думаю, нет. Все-таки Вашингтон будет пытаться довести эту ситуацию до какого-то логического завершения. И даже вот недавно, мы помним, США уже, представители США не единожды заявляли, что все кончено, Америка выходит с процесса, но тем не менее каждый раз все восстанавливалось и возвращалось на круги своя. По моему мнению, это может быть два таких возможных варианта развития событий. Во-первых, это Соединенные Штаты перейдут к позиции силы и будут на практике реализовать те обещания, которые давали, то есть введение новых санкций против Российской Федерации, а также ее партнеров, а также будет усиление поддержки украинской державы. В американском Сенате более жестко настроены в отношении РФ. Сенатор Линдси Грэм дал Путину несколько дней на улучшение ситуации. Это репетиция Тайваня, говорит он, и предупреждает, если Путин победит, следующий ход будет за Китаем. Китайцы наблюдают. Это генеральная репетиция перед Тайванем. То, как все закончится, на мой взгляд, в значительной степени определит будущее Тайваня. И я хочу, чтобы эта война закончилась так, чтобы Си подумал, а у Путина это не слишком хорошо получилось. Снова подчеркну, моя цель не унизить Россию, а сделать так, чтобы окончание этой войны не стало началом новых. Грэм предупреждает, если Путин не проиграет, это будет сигнал не только для Кремля, но и для Пекина, и тогда мир столкнется с новой, еще более опасной войной. Си Цзиньпин уже не раз заявлял, что воссоединение с Тайванем – это вопрос времени, и если Россия покажет, что можно брать силой и не отвечать за это, Китай может пойти по той же дороге.
Россияне нанесли удар по Сумской области под прицелом украинские военные. В 50 километрах от границы с агрессором на полигоне проходили занятия. Это подтвердили в Нацгвардии Украины. Минобороны РФ заявила, что удар был нанесен по, цитирую, лагерю подготовки спецназа под Шосткой с помощью ракеты комплекса «Искандер». Кремль утверждает о десятках погибших. Украинская сторона официально говорит о таких потерях. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения. Это уже не первый случай. 1 марта ракета «Искандер-М» с кассетным боеприпасом поразила полигон в Днепропетровской области. Тогда пострадали бойцы 157-й механизованной бригады. Началось расследование по статье «Халатность». Дело ведет Государственное бюро расследований. Путин показал место следующей катастрофы. Он прибыл на Курскую АЭС. Раньше, говорит, времени не было к вам забежать. И, видимо, под воздействием радиации сделал несколько странных заявлений. На встрече с местными чиновниками и волонтерами Путин не просто обсудил гуманитарку и выплату денег переселенцам. Он вышел за рамки региональной повестки и пошутил про суммы, мол, город скоро может стать российским. И, конечно, попрошу, вы говорили об этом, это буферная зона. Потому что я постоянно находился в Лужковском районе. Сейчас не мог поехать, потому что дроны, вот эта проблема. Все равно нужно отгонять немножко подальше. То, что вы говорили, мы вас полностью поддержим. Дай Бог здоровья, чтобы это сделать. На сколько километров нужно отогнать? Ну, я думаю, суммы должны быть наши. Киевский район, значит, это был наш, Курский. Они сейчас нападают от нас. Ну о чем речь? И мы не можем жить вот это вот, как на полуострове. У нас должен быть побольше. Хотя бы Сомаль, это вот тут правильно. Но это, думаю, так. И с вами, как с главнокомандующим, мы ее победим, однозначно. Поэтому Александр Евсеевич нравится, он тоже не хочет все побольше. Для Кремля это тонкий, но громкий вброс. Разговор уже не о защите границы, а о продвижении дальше, на украинскую территорию. То есть летнее наступление планируется там, получается. Как думаете, пишите ответы в комментариях под этим видео. К тому же, российские пропагандистские издания сообщают, что во время визита Путина в Курскую область Украина запустила по региону 6 беспилотников. Прям целый рой. Засчитают в покушение или нет? Как думаете? Тоже не забывайте писать в комментарии под этим видео. Полный цифровой контроль в России. Пока, правда, репетиция на тех, кого не жалко. За иностранцами теперь будет следить государство. Если нововведение покажет себя хорошо, то будут следить за всеми. С 1 сентября этого года жесткий цифровой контроль за мигрантами. Госдума одобрила соответствующий закон. Все иностранцы без визы, приезжающие в Москву и Подмосковье, обязаны устанавливать специальное приложение. Через него власти получают доступ к геолокации, биометрии и личным данным. Кого это не коснется? Несовершеннолетних, дипломатов и их семей и граждан Беларуси. Все остальные под контроль, иначе штрафы, проблемы с документами и выдворение. Центральную Россию накрыла волна цифрового коллапса. Уже с ночи 21 мая в Москве, Подмосковье и десятках других регионов исчез мобильный интернет. А у тысяч людей пропала возможность даже просто позвонить. Сразу у всех крупных операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 массовые сбои. Люди в панике, не грузится Телеграм, не работает Ютуб. ТикТок мертв, звонки не проходят, а голуби уже не так сильно и доверяют. В Липецкой области интернет отключили официально, и причина — атака украинских дронов. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно, стационарный интернет и подключение по Wi-Fi работают в штатном режиме. И это не глюк у одного провайдера. Связь просела повсеместно от Архангельска до Краснодара. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что в Подмосковье интернет исчез еще ночью. При этом у операторов кивают на внешние причины. Никто не берет на себя ответственность. Утечки, кибератака, глушилки – все возможно. А как думаете вы, почему вдруг пропал интернет в России? Не забывайте свое мнение написать в комментариях, если интернет у вас, конечно же, есть.
В Польше требуют решить вопрос с продлением убежища для беженцев. Громкое заявление из Варшавы. Премьер-министр жестко закручивает гайки. Он обратился к парламенту с требованием продлить закон, позволяющий приостанавливать право на убежище на границе с Беларусью. По сути, граница закрыта для беженцев, и это может продлиться еще на годы. Туск открыто говорит, это не гуманитарный вопрос, а вопрос выживания страны. Лукашенко, а также Путин мобилизуют тысячи нелегальных мигрантов с помощью контрабандистов. Они собирают их у границы с Польшей, а также с Финляндией, Литвой, Латвией. Для них это и золотой бизнес, и, конечно, одна из форм гибридной войны. Напомним, закон был принят в декабре 2024-го как ответ на организованную миграционную атаку через Беларусь, в которой Варшава напрямую обвиняет режим Лукашенко, Кремль и международные преступные сети. Теперь, если парламент даст зеленый свет, этот режим усиленного контроля продлят еще минимум на год, а возможно и распространят на другие участки границы. Лавров отбивался от армянских журналистов и обвинений, но, похоже, просто загонял себя глубже в проблему. Москва пытается навести мосты с Ереваном снова, но всплывают нерешенные проблемы и невыполненные обещания. К примеру, журналисты вспомнили, что Азербайджан воевал с Арменией российским оружием. Насчет того, что Азербайджан использовал российское оружие, напомню, что и Армения все практически годы после обретения независимости использовала российское оружие, в том числе для, в свое время, захвата 7 районов, на которые она никогда не претендовала официально. Беларусь вместе с Лукашенко ставят рекорды, правда, негативные. Катастрофа тихая, но реальная. Рождаемость в Беларуси за 8 лет сократилась почти в 2 раза. В 2016 году в стране родились 117 тысяч детей, в 2024 всего 58 тысяч, минус почти 60 тысяч малышей. И это официальная статистика, подтвержденная даже режимом. В пересчете на 1000 человек, то есть статистически, в 2016 году 12,4 младенца, в 2024 уже 6,5. Это не 1,5 землекопа, это показатели статистики для наглядности. И это не спад, это демографическое пикирование. Население тоже тает. За 2024 год Беларусь потеряла еще почти 47 тысяч человек. По официальным данным, на начало года в республике 9,1 миллион жителей. И цифра продолжает снижаться каждый месяц. Может быть, пакистанцы спасут ситуацию? Как думаете? Причины очевидны, но о них молчат пропагандисты. Массовая миграция, экономическая стагнация, страх рожать в стране без будущего и репрессии и нестабильность. Режим вместо поддержки семей ведет войну с обществом, а итог — страна буквально исчезает с карты по чуть-чуть. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.